В минувшее воскресенье в Екатеринбурге сразу в нескольких дорожно-транспортных происшествиях поучаствовала пара бухих граждан Киргизии. С учетом недавних событий совершенно необходимо пояснить, что на этот раз иностранцы за рулем и рядом с ним никаким иммунитетом не обладали и сотрудниками Генерального консульства Киргизской республики не являлись. Сначала в 7:20 воскресного утра на Технической 21, ведомая ими, видимо, двоими, «девятка» стукнула 14-ю «Ладу» и сбила 24-летнего Виталия Самахина, помогавшего водителю припарковаться. По его описаниям, экипажи ГАИ получили ориентировку на задержание скрывшейся «девятки», но она объявилась сама ровно через 1,5 часа, то есть без 10:09 утра. На первом километре Новокольцовской трассы был сбит велосипедист, 50-летний Валерий Токарев, ехавший утром на работу. На этот раз «девятка» остановилась, и практически сразу перед ней остановилась патрульная машина городского ГАИ. И начались чудеса. Во-первых, оба, и пилот, и пассажир, оказались пьяны настолько, что без машины еле передвигались. Документов ни тот, ни другой не имели при себе вообще никаких. Тот, что держался за руль, представился Кубанычбеком Камиловым, 23 лет, гражданином Киргизии. А как зовут его пассажира, не сказал, сообщив только, что он его земляк, а также ровесник. Ну а само это тело земляка и ровесника говорить уже не могло ничего, кроме того, что «моя-твоя» без переводчик не понимая никак. Один из них в итоге вызвонил свою сестричку, которая, впрочем, переводчиком оказалась никаким, и уже она догадалась созвониться с генконсульством, и на место сбития велосипедиста примчался, думаете, кто? Да, тот самый атташе киргизского генконсульства Нурмат Кайыпов, ставший звездой после того, как наши гаишники задержали его, обвинив в проезде на красный свет и в нетрезвом рулении. За это, кстати, против гаишника сейчас заведено уголовное дело, а господин Кайыпов, судя по всему, в шоколаде весь, и никто его наказывать не торопится. И неясно еще, наказали ли его предшественника, который в похожей ситуации так и не вышел из машины. К прибытию господина дипломата уже было выяснено, что сбивший пешехода, велосипедиста и разбивший одну машину водила был пьян, как и его пассажир. Ни он, ни его пассажир не имели никаких документов, а когда их привезли, выяснилось, что регистрация у обоих просрочена, а машина вообще принадлежит не одному из них, а их знакомому, который уже давным-давно уехал на родину. Ну и в довершение всего, в машине была найдена россыпь сотовых телефонов без документов и золотых украшений, и набор отмычек. И знаете, что на все это сказал гениальный атташе Кайыпов? Он попытался объяснить нашим милиционерам, что задерживать иностранцев они не имеют права. То есть для полноты картины не хватало разве что только расчлененного трупа в багажнике, но трогать их не могли, потому что они иностранные гости. Такой вот продвинутый киргизский дипломат оказался. Тут, понимаете ли, то немецких, то датских дипломатов пьяными из-за руля вытаскивают, так они хоть как-то оправдываются, карают своих даже дипломатов. Вот глупые какие. Иностранцам же в России все можно, даже не дипломатам. Надо посоветовать киргизскому атташе срочно довести эту новость не только до милиции, но и до руководства фонда «Город без наркотиков», а то ведь они регулярно задерживают и даже сажают граждан иностранного государства, очень граничащего с Киргизией. Хорошо, что в 1941 году наши солдаты не знали, что германских туристов нельзя мочить на территории Советского Союза. Вот такие вот новости от киргизского дипломата. Рыба явно растет с головы. Ведь когда этого атташе Кайыпова приняли как пьяного наши гаишники, его шеф, генеральный консул Киргизии в Екатеринбурге Турдали Оразбаев, в одном из интервью заявил, что в том инциденте была произведена несанкционированная видеосъемка. Вот это вот самое. То есть журналисты ночных новостей в своей стране, в своем городе забыли получить санкцию киргизского генконсульства, в котором кто-то думает, что Конституции Российской Федерации и закона о средствах массовой информации как-то маловато для съемки их сотрудников в щекотливых ситуациях. В воскресенье кончилось все тем, что пару пьяных киргизских граждан задержали таки. Одного как скрывшегося с места 2 ДТП, второго для выяснения, откуда золотишко, мобилы и комплект отмычек. Будем надеяться, что на этот раз уголовного дела на наших милиционеров киргизская сторона требовать не станет.